Сайдаш является автором первых татарских арий, первых увертюр. И он является автором первых татарских детских песен. И сейчас я хочу вашему вниманию предоставить несколько песен. «Голубое озеро» — это про наше голубое озеро. «Наша бабушка» называется песня. Песня «Пусть цветут вишни». Вот такие названия, очень прекрасные названия его детских песен. А прежде чем зазвучит музыка, я хотела бы вам, знаете, что показать? Вот два сборника. Так уж получилось, что арии к спектаклям звучат часто. А вот детские песни Саида Сайдашева не звучат совсем. То есть нет записей. Ноты есть, но записи нет. Вот этот удивительный сборник. Он был издан, прижизненное издание, сборник издан в 1953 году. Этот сборник 1972 года. Всего с Алихом Сайдашевым написано 15 детских песен. Они имеют разные названия, но вот я хочу просто вам зачитать. Названия есть очень серьезные, например, «Песня о Ленине», «О партии дети поют», «Песня о мире», «Москва», «Походный марш», «Салют», «Учиться», «Школьный вальс», «Весна пришла» и так далее, и так далее. Но вот жалко, что если среди вас есть музыканты, есть среди вас музыканты, кто работает с детьми? Есть, да? Арии, им написанные увертюры звучат часто и всегда, во время больших мероприятий, по телевизору, по радио. А вот эти песни, они, обычно говорят, незаслуженно забытые. Для вокалистов? Для вокалистов. А эти песни, они вообще никогда и никем не исполнялись. Они еще не нашли своих исполнителей. Если вот вы занимаетесь детьми, работаете в музыкальной школе, в кружках, то, пожалуйста, обратите внимание на эти мелодии. Я сейчас их озвучу, вы послушайте, и, может быть, что-то из этих песен вам понравится. Зенгер-Куль, «Голубое озеро». Первый раз в это лето мы увиделись с тобой. Голубое озеро с голубою водой. На песке загораем, солнце светит горячо. Плаваем, ныряем мы и играем с мячом. Почему? Потому что если всю музыку от начала до конца петь, здесь 5 куплетов, если без разговоров просто петь, слушать музыку Салиха Сайдашева, то это 3 часа чистой музыки. И сейчас я тоже буду только по одному куплету вам играть. Песня «Наша бабушка». Нашей бабушке хоть и много лет, но в работе ей дома равных нет. А душой своей молода она и не сетует, что болит спина. Не страшат ее трудные дела, вечно занята, будто не стара. Волосы ее старость серебрит, а в груди она как огонь горит. Глубоко вздохнув, молвит иногда: молодость прошла, как бегут года. А порой она песню запоет, подпевает ей наш Мурлыка-кот. Тексты есть как на русском, так и на татарском языке.
Они очень удобны. Итак, следующая песня. Песня юных туристов. Я ее просто вам сыграю. Извините, я чуть не туда. Ну и песня «Чьяля щащавонцем», «Пусть цветут вишни». Вот во время нашего мероприятия вы слушали арии, то есть музыку с Алекс Сайдашу, написанную к спектаклям, да? Эта музыка тоже им же написана, но эту музыку он писал уже в конце 40-х, в начале 50-х годов. Веет с юга теплый ветер, золотой встает рассвет, и в саду зеленом нашем вишня распускает цвет. Что здесь 15 песен, и только одна песня более-менее исполнялась различными исполнителями. Из 15 одна песня, это я так думаю, что это очень и очень мало. Вот. И сейчас прозвучит песня, которая называется «Школьный вальс» у Пушилар вальса.
Поэтому я так надеюсь, я как работник музея Салих Сайдашев надеюсь, что все-таки найдутся исполнители, как взрослые, так и дети. Это не обязательно, что если детские песни, то должны их петь только дети. Поэтому, если эти песни вам понравились, можете обращаться в музей Салих Сайдашева, и вам мы обязательно их распечатаем, потому что вот эти сборники, которые я вам показала, их уже в продаже нет. А в интернете найти музыку Салих Сайдашева тоже очень сложно. Поэтому можете приходить в музей Салих Сайдашева. А где находится этот музей, вы знаете? Около театра Тинчурина. У театра Тинчурина и у музея Салих Сайдашева один и тот же адрес. Улица Максима Горького, дом 13. Потому что это один объект. Но только в этой части находится театр, а здесь находится музей Салих Сайдашева. А почему? А потому что там, где сейчас находится музей Салих Сайдашева, на протяжении 60 лет было общежитие, театральное общежитие. Там жили известные татарские артисты. И вот именно эта часть и занимается нашим музеем. Но, увы, к сожалению, в 2016 году наш музей был закрыт на ремонт, и до сих пор у нас нет экспозиции. Наш музей не работает как музей. У нас есть концертный зал, где проходят выступления музыкантов из Казанской консерватории, из музыкального училища. Вот. А подняться на второй этаж и показать вам экспозицию, рассказать о жизни творчества Салиха Сайдашева, увы, не получается. Но ноты мы вам можем предоставить. Бигзур Ахмад Сизмет. На этом все. Спасибо вам большое. Ждем вас еще.